Слезы, смех, искреннее удивление, сопереживание и неподдельная радость. Фильм Инессы Лакой и Анастасии Хварцки не оставил равнодушным никого. Социально значимый документальный фильм трогательно и искренне рассказывает о женщинах Абхазии, об их мечтах и страхах, неудачах и победах, об индивидуальности каждой и, конечно же, о том, что их объединяет. Тут показаны разные стороны, и слабые, и сильные, эмоционально очень такие мощные. Поэтому мы можем сказать, что наша женщина, женщина Абхазии, она, безусловно, сильная женщина, сильная личность, которая может состояться в разных направлениях. Но прежде всего это женщина-мать, это женщина, которая созидает и работает на благо своей семьи. Основной идеей автора фильма является попытка открыть Абхазию широкому кругу зрителей в контексте ее человеческого потенциала, отобразить роль и статус женщины в современной жизни страны. Фильм повествует о жизненных перипетиях, успехах и горестях женщин, о влиянии на них скорби и смерти, об их героической стойкости в период Отечественной войны народа Абхазии. Работая над этим проектом, мы столкнулись с разными жизненными историями, проживали их вместе, сначала в студии, потом в процессе монтажа. Ну и думаем о том, чтобы увидели люди, что наши женщины, они разные. В съемках фильма приняли участие 63 женщины из Абхазии. Самой старшей из них – 99 лет, самой младшей – 24 года. Готовых вопросов героиням у авторов фильма не было. Им предлагали рассказать смешную или грустную историю, поделиться яркими воспоминаниями из жизни. Главной целью было показать современную женщину Абхазии, как она живет, о чем думает, что созидает и что чувствует. Когда умер мой дедушка, бабушка не плакала. Даже в день прощания она не проронила слезу. По нашим обычаям не принято прилюдно проявлять свои чувства, особенно скорбь по мужу. Но в тот момент я не понимала этого. И тогда я ее спросила: «Бабушка, почему ты не плакала? Неужели ты не любила дедушку?» Она в ответ лишь ухмыльнулась. Но я помню, однажды я застала ее в слезах, и тогда я поняла, что она тосковала по мужу, но она предпочитала боль утраты делить наедине с собой. Фильм «Лара Лоб» стал участником международного российско-британского кинофестиваля СИФа и вошел в программу основного конкурса. На фестиваль было подано около 600 заявок от российских и иностранных кинематографистов. Для участия в конкурсных программах отборочная комиссия выбрала 12 игровых полнометражных картин, среди которых и «Лара Лоб». Я и тогда, когда меня приглашали сниматься, и сейчас сидела и все недоумевала, что я делаю вообще в одном фильме с этими замечательными, интересными женщинами. У меня до сих пор такое, неужели кому-то интересно было слушать меня? Выбор мой пал на эту специальность, потому что это было для меня каким-то неким вызовом. Все удивлялись, это такая сложная профессия, а ты девочка, ты уверена, что ты справишься? Наверное, меня это подстегивало, мне хотелось доказать всем, что я смогу. Документальный фильм снят в рамках работы Абхазо-Российского фонда поддержки и развития науки и культуры «Иналаст». Презентация фильма осуществлена при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия. Картина будет доступна для показа широкой публике и показана во всех районах страны. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.